болашақ токс модераторы Хабар 24 агенттігінің Ұлыбританиядағы меншікті тілшісі, болашақ бағдарламасының түлегі Ғалымжан Қараманұлы артында елшілікті көріп тұрмын. Біздің ғимарат Палмалдағы қызыл автобустар көрініп тұр. Ғалымжан, біз бүгінгі спикерімізбен қазір тағы да қосымша күтейік деп шештік. Тағы да 5 минуттай берсек. Әлбетте, жауынды Лондоннан жалынды сәлем. Бүгін жауын жоқ, күн ашық. Сіздер екеуіңіз де осы жақта оқыдыңыздар, жұмыс істегендеріңіз бар. Сондықтан сағыныштарыңызды бассын деп, Лондонның дәл ортасынан тікелей эфирге шығып тұрмын. Қазір өздеріңіз, LSE университетінің түлегі, Олжекең осы жақта оқыды. Артымда көріп тұрсыздар, thank you деп жоғарыда жазылып тұрған бұл әрине осы жергілікті дәрігерлерге рахметі. Қазір біз әр бейсенбі сайын қол шапалақтап сағат 8-де, кешкі 8-де NHS қызметкерлеріне рахмет айтушы едік. Қазір енді ол тоқтады, бірақ сонда да оларға алғыс сезімімізді білдіруден жалықпаймыз. Мына біздің менің даусым, видеом барлығы дұрыс естіліп тұр ма деген осындай сұраққа жауап беру үшін шамалы сөз бастап жатырмын. Рахмет назарларыңызға. Әрине сағат 2-ден 2 кетті. Күтеміз. Қазір менің білуімше 147 адам қатысуға ниет білдірген. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бұл бүгінгі тақырыбымыздың өзектілігінің белгісі. Демек, сізбен біз бүгін өте қызықты мазмұнды сауалдар аламыз және одан да кем емес жауаптарға ие боламыз деген үміттемін. Біздің эфир сонымен қатар жазылады. Сондықтан алдын ала тіркелген 147 студенттер мен түлектер қандай да бір себепқа шыға алмаса, біз осы жазбаның сілтемесін біздің ресми парақшаларымызда және спикер мен модераторға тарататын боламыз. Өте жақсы. Мен осы естіліп тұр ма мен даусым? Мен осы жақтағы әзірге мына уақытты бос өткізбей, осы жақтағы премьер-министрдің Борис Джонсонның COVID-19-ға шалдыққан кезінде біз ақпараттандырдық. Сол туралы бір-екі ақпарат беріп өтейін. Өздеріңізге белгілі осыдан... Камераңыз өшіріп қалды. Енші естіліп тұр ма? Көрініп тұр, осыдан бір ай бұрын Ұлыбритания премьер-министрі Борис Джонсон COVID-19-ға шалдығып, біраз науқастанып, ауруханаға жатқызылды. Жаңа әлгінде әңгіме болып жатыр, біздің министрді халықпен бірдей ауруханада қазір ем қабылдап жатыр деген. Ол кезде де Борис Джонсон енді осы жақтың бірінші тұлғасы болғаннан кейін, оның денсаулығына ғана емес, оның қалай емделіп жатқанына да көп назар аударылды. Ол басқалар сияқты бірдей ем қабылдап жатыр ма, оған ерекше жағдай жасалып жатқан жоқ па, оған жаңағы ИВЛ өкпесін желдетуге қосылған жоқ па, өйткені одан да қатты науқастанған адамдарға ол керегірек деген сияқты осы тек баспасөз құралдарында ғана емес, оппозициялық партияның басшысы, қазіргі Лейбор партиясының жаңа басшысы сондай талаптар қойды, бірақ ол ИВЛ-ға қосылған жоқ, ол тек оттегімен дем алды, және қуаныштысы ол өте жақсы ем алып шықты және қатарға қосылды. Бірақ ем алып жүргеннің өзінде ол онлайн өзінің үкіметін басқарып отырды, және қазір бізде енді жағдай бұрынғыдан қарағанда жеңілірек. Бұрын бір ай бұрын өте күрделі болған, науқастанғандар санынан бөлек қайтыс болғандардың саны өте көп болды. Қазірдің өзінде 42 мың адам қайтыс болды осы COVID-19-ның әсерінен. Ол әрине бұл жақтың халқының тығыз орналасқандығының да айту керек.
өйткені Ұлыбританияда шамамен 60 миллион адам тұрады. Сондықтан қазіргі таңда 42 мың адам қайтыс болды, бірақ бізде карантин шаралары жеңілдетілді. Қазір дүкендер ашылды, тұрмыстық азық-түлік емес дүкендер, тұрмыстық заттар, киім сататын дүкендер. Және бұл халық қазір мен артында Оксфорд стритті көріп тұрсыздар, халық қазір сауда жасап жатыр. Әрине бұл жақта бетперде кию міндеттелген жоқ, тек автобустарда жолаушылар тасымалдайтын автокөліктерде ғана кию міндетті. Бірақ 2 метрлік әлеуметтік қашықтықты сақтау өте қатаң қадағаланады. Енді қазір Қазақстандағы жағдайды күнде ақпаратта жаңалықтардан көріп отырмыз. Әрине бұл бізді алаңдатпай қоймайды. Бірақ осы білікті мамандардың және үкіметтің арқасында барлығы жақсы болады деген үлкен үмітіміз бар. Олжас, Ғалымжан, тіркелушілер қосымша тіркеле береді деп ойлаймын. Біздің енді вице-министрдің уақытының тығыздығы, модератор да сырттан қосылып жатыр. Сондықтан өзіңіз бүгінгі спикерді, бүгінгі пікірталастың тақырыбын таныстырып, бастай бергеніміз дұрыс шығар. Олжас, қалай ойлайсыз? Өте жақсы. Сонымен құрметті достар, жалынды Лондоннан тағы да жалынды сәлем. Қазір біз онлайн кездесу пікірталас бастағалы тұрмыз. Онлайн пікірталасымыздың басты қонағы денсаулық сақтау, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің орынбасары Олжас Әбішев. Және бүгінгі кездесуді ұйымдастыруына мұрындық болған осы болашақ президенттік стипендиялық бағдарламасының президенті Карбозова ханым. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего форума. Мы начинаем нашу онлайн-беседу с вице-министром здравоохранения Республики Казахстан Олжасом Әбішевым. С нами сегодня президент идеальной программы «Болашак» госпожа Карбозова. И, как мне известно, примерно 147 человек хотели сегодня поучаствовать. Не только поучаствовать, но и задать вопросы. У меня одно примечание, чтобы сегодняшняя встреча была интересна. И я хочу подарить автору самого лучшего вопроса книгу казахского классика, переведенного на английский язык. Так что, пожалуйста, будьте активны и задавайте свои вопросы. Бүгінгі кездесу қызығырақ өтсін деген мақсатпен ең белсенді қатысқан және қызықты сұрақ қойған біздің қатысушымызға қазақ классиктерінің бірінің кітабын ағылшын тілінде жазылған сыйға тартпақшымын. Әрине, ол мен Қазақстанға еңбек демалысына барған кезде өзіммен бірге ала барамын. Сонымен бүгінгі кездесуімізді бастайық. Олжеке, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Ғалымжан, рахмет. Біріншіден мен айта кететінім, осы қазір болашақ бағдарламасының орталығы басқармасының президенті Айнұр Бадатқызға бірінші рахметім айтып келеді. Осындайды керемет болашақ токс ұйымдастыратқанына. Бұл енді бір айта кететінім, бұл бірінші болса да, бірақ соңғы кездесу емес. Егер басқа да сұрақтар жиналып жатса, біз әрқашанда әр сұрақтарға жауап беруге ашықпыз. Әсіресе біздің мысалға қазір Қазақстан азаматтарымыз сыртта оқып жатқан, немесе оқуды бітіріп келген азаматтар осы алдымызда қандай елімізде өзгерістер болып жатыр, мысалға ол қандай нәтижеге әкелетін болып жатқан туралы толығымен жауап беруге біз дайынбыз. Сол мақсатта біз қазір осы бүгінгі бағдарламаны бастайын деп отырмыз. Мен біз бір монологты айта кететін бір көп сөз айтпаймын, бірақ қазір мысалға денсаулық сақтау министрлігі деңгейінде біз 3 бағытта үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Ол бірінші денсаулыққа байланысты кодекс. Ол деген үлкен өте құжаттама, оның ішінде 300-ге жуық жаңа буындар, жаңа мысалға
пункттер бар қосылған. Оның қазір ірілерін айта кетеміз. Ары қарай сұрақтар болса жауап беруге дайынмын. Екіншісі ол қазір міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Ол қазір бүкіл әлемнің басқа елдерінде өзіңіз білесіз, барған кезде өзінде болашақ стипендиаты болған, басқа елге барғанда медицинский страховканы алып қорқып жүрген, ауырып қалмайын деп болса, ауырып қалсам қазір медициналық страховка қойған еді, қорғай ма қорғамай ма деп көптеген сұрақтар туындап жүрген. Бірақ 6 жыл оқудың ішінде медициналық страховканы бір 4 рет 5 рет пайдаландым, оны әрқашанда мені құтқара алды. Соған байланысты біз ары қарай қазір медициналық сақтандыру немесе медициналық қызмет пен медициналық сервистің айырмашылығы қандай, медициналық қызмет ары қарай қалай көрсетіледі, біздің азаматтар үшін не өзгеретіні туралы біз айта кетеміз. Үшіншісі, ол денсаулық сақтау бағдарламасының 20-25 жылдары қандай бағдарламада дамитыны. Бүкіл осы денсаулық сақтау саласында қандай өзгерістер болатыны, мысалға, қандай олар жақсылыққа келетін азаматтар үшін. Себебі қазір өзіңіз көріп жүргендей, қазір соңғы күндері, соңғы айлары, соңғы жылдың ішінде кодекске, мемлекеттік бағдарламаға, денсаулық сақтау саласында көптеген сұрақтар бар. Осы прививка болсын, немесе қазір төлеп жатқан медициналық әлеуметтік сақтандыру қорына біз ақшамыз қайда кетіп жатыр, қалай жиналып жатыр, қалай жұмсалып жатыр, ол ары қарай қалай іске асырылады. Біз қазір коронавирусқа қарсы көптеген мысалға іс-шараларды қалай ол денсаулық сақтау саласына интеграцияланатын, мысалға ары қарай медициналық ғылым қалай дамиды, медициналық білім қалай дамиды. Әсіресе мен бүгін осы, егер превьюда оқитын болсаңыз, мен айта кететінім, неге мен бүгін айтишниктерді, медициналық қызметтерді оқыған студенттерді, заңгерлерді жинап атқан әдейі сол азаматтар болсын деген тілегім. Себебі ары қарай тек қана медициналық саласы, тек қана медициналық мамандармен емес, медицина саласы сала аралық мамандармен дамиды. Мысалға, IT мен медицина, заңгерлік пен медицина, мысалға. Потому что у нас есть вопрос декриминализации медицины, мы поднимаем вопрос. И сложно найти врача, который был бы хорошим юристом. Или сложно найти юриста, который был бы разбирался в врачебных процессах. Это вот междисциплинарные, межспециальные навыки, которые необходимы, ну, на данный момент, по крайней мере, где я работаю, в отрасли здравоохранения. В других секторах они тоже будут остро востребованы. И в связи с этим я хотел бы донести ту информацию, чтобы вы могли уже сейчас ориентироваться, какие профили будут нужны в ближайшие 2-3 года в Казахстане, на что нужно ориентироваться, какую пользу принесет все эти нормативные правовые изменения, например, да, в документах, которые сейчас закладывают фундамент развития, дальнейшего развития отрасли здравоохранения. Это очень важный вопрос. Я могу с уверенностью сказать, что сейчас вот 147 подключений, могу сказать 95%, ну это как бы в худшем случае, 95% слушателей никогда не видели кодекс в глаза здоровья. Ну это нужно признать, коллеги, да. Но мы все читали в соцсетях, мы все слышали в новостях, что какой-то кодекс рассматривается где-то в Мажилисе, где-то в Сенате. Но я не говорю, что у нас нет заинтересованности, просто у нас у каждого, ну не у меня, у каждого из вас в своей жизни есть свои интересы. Учеба, семья, родные, близкие, это нормально. Но мы должны понимать, что эти документы будут формировать то общество через уже вот полгода, в котором мы все будем жить. Мы все вместе, кто закончил по программе Булашак, кто не закончил, кто сейчас уже учится, например, ваши родные, близкие. Эта отрасль касается всех. И очень важно понимать, даже с учетом, многие меня спрашивают, зачем такую программу делать, потому что уже кодекс принят Мажилисом. Но я хотел бы через эту площадку донести положительные стороны кодекса и этих документов, что оно нам принесет. Это во-первых. Во-вторых, чтобы, когда я сам учился на магистратуре и докторантуре, у меня была проблема доступа к информации о реформах в Казахстане. По моей профиле, по информационно-коммуникационным технологиям. И я хотел бы вот воспользоваться вот этой площадкой и сделать посыл, что мы готовы предоставить доступ ко всей открытой необходимой информации, чтобы вы могли в рамках своих работ использовать эти источники для написания научных исследований, научных работ, магистерских работ, PhD research, joint research. Ребята, пожалуйста. То есть мы открыты к этому, потому что мы понимаем, что отрасль здравоохранения, она должна в дальнейшем жестко интегрироваться и плотно интегрироваться со всей отраслью здравоохранения мира.
И коронавирус нам это показывает, что для коронавируса, для инфекционных заболеваний нету границ, нету стран, нету национальностей. И как отрасли здравоохранения каждых стран реагирует на этот коронавирус, мы видим, что каждая страна в меру своей развитости отрасли реагирует по-разному. Да, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то средний. Но мы понимаем, что в будущем отрасль здравоохранения должна быть единой, по крайней мере, гибко интегрируемой, для того, чтобы обеспечивать первое, это как написано в декларации ООН, health for all, то есть здоровье для всех, неважно какой национальности, либо какой он гражданин какой страны. И мы идем к этому, получается. И у нас есть куча моментов, которые бы я хотел бы как бы таких крупных озвучить, и потом перейти к вопросам, к ответам, потому что я думаю, что, надеюсь, что у вас очень много вопросов, на которые бы я хотел бы ответить. Это, например, вот, в рамках нового кодекса мы закладываем такое понятие, что раньше, если до 3 лет давалось за уход за ребенком после рождения, мы теперь это увеличиваем до 5 лет. Почему? Потому что мы хотим, чтобы ребенок до 5 лет больше проводил времени с родителями, получается, и одному из родителей тоже будет отпуск за уходом по ребенку продлен до 5 лет. То есть тем самым мы хотим, чтобы родители больше уделяли время своим детям, без стресса того, что в 3 года мы должны там, его в садик отправить и тому подобное. Да? А второе направление, это же, конечно, в рамках профилактических скрининговых осмотров. Раньше работник должен был отпрашиваться у работодателя для того, чтобы пройти скрининг, профосмотр. Теперь мы это вносим в понятие как социальный отпуск. То есть в рамках Трудового кодекса работодатель обязан вас отправить на оплачиваемый социальный отпуск для того, чтобы человек мог пройти профосмотр 1 раз в год, медицинский профосмотр, либо необходимые скрининги для того, чтобы вы могли выявить заболевания на ранних этапах. Это очень важное понимание. Следующий очень крупный вопрос, который бы тоже затрагивается и поднимается в кодексе, это развитие школьной медицины. То есть в каждой школе будет врач общей практики, который будет за эту школу и за этих детей отвечать. Это аналогия general practitioner. Да? Как вы знаете, врач общей практики, который в поликлинике наблюдает за вами, за вашей семьей. И также этот врач в школе будет наблюдать за школьниками, которые находятся в этой школе, отвечать за их здоровье, профосмотры, их состояние здоровья и тому подобное. Ну, это все, что новое, хорошо забытое, старое. Я думаю, что люди моего поколения вспомнят, когда раньше в советских школах это были такие вот медицинские пункты, которые всегда наблюдали за состоянием здоровья школьников. Еще такое новое направление, получается, это ограничение, поднятие возрастного продажи алкогольных и табачных изделий с 18 до 21 года. Я сам 6 лет прожил в Южной Корее, и там такое правило действовало, что моложе 21 года студенты не имеют права покупать ни алкоголь, ни табак. И запрет на рекламу табачной и алкогольной продукции. И мы это полностью поддерживаем, это международная тенденция, это международный тренд, мы его полностью поддерживаем, мы считаем необходимым поднять возрастное ограничение с 18 до 21 года для того, чтобы избежать пагубного влияния на развитие подросткового периода. Я думаю, вы все с этим согласитесь, как раз, что это нужно как раз менять. Также мы поднимаем вопрос обязательной вакцинации. Не надо путать с принудительной вакцинацией. Многие думают, что это принудительная вакцинация. У нас есть Конституция, которую никто еще не отменял. Обязательная вакцинация – это в рамках профилактических прививок, массовая вакцинация. Если человек изъявляет желание и письменно отказывается, никто этого права даже в рамках нового кодекса у него это не отнимает. Он может отказаться от вакцинации в письменном виде, это его право. И это право никто у него не отменяет и не собирается отнимать. Это должен понимать. Многие люди тупо путают, что мы там обязательно хотим там принудительную вакцинацию. Нет, нет. Обязательная вакцинация, да, если человек не изъявил отказ, то он должен пройти вакцинацию, и его дети, получается. Еще самое важное, раньше у нас не было в кодексе об административных правонарушениях наказание за некачественную вакцину. Теперь мы ее в кодексе вводим. Если будет доказано, что вакцина некачественная через специальную комиссию в Национальном центре экспертизы, то определенные люди понесут наказание в соответствии с кодексом административных правонарушений. Раньше этого не было. То есть никто не несет ответственности. Вот там прививка, там смертельный случай, либо осложнение. Никто не виноват. Сейчас мы это вводим, что ответственность за качество вакцин
индивидуальная ответственность. Это очень важное понимание. Также вот очень важно мы вводим как такое понятие, терминологии, как медицинская ошибка и медицинский инцидент. Это тоже международная практика. Я поэтому попросил, чтобы подключили студенты с юриспруденцией, которые могли бы именно в дальнейшем использовать эти материалы в своей работе. Насколько это оправдано в других странах и в Казахстане, внедрение подобной практики, что медицинский инцидент, если он, например, там, имеет место быть и ухудшение состояния пациента, либо летальный исход был неотвратим ни от чего, то это оформляется как медицинский инцидент. А если медицинская летальность, либо смерть настала в связи с халатностью, либо в связи с ошибкой врача, то это уже медицинская ошибка. То есть вот мы четко разделяем. Раньше такого разделения не было, любой случай трактовался в сторону медицинской ошибки, и много врачей и наших родных, близких, друзей от этого пострадали, и это не повышает уровень, к сожалению, привлекательности медицинской отрасли. И это так не должно быть, потому что есть очень много случаев, когда медицинский летальный случай неизбежен. Ну, а врач от этого не должен быть страдать. Но должна быть доказательная база и должна быть ответственность за каждый случай. Мы тоже хотим этот вопрос поднимаем и вносим не только в Кодекс о здоровье, но и в Кодекс административных правонарушений, в другие нормативно-правовые документы других госорганов, чтобы было четкое понимание, что чья ошибка и кто за это понесет ответственность. А следующий момент, получается, который я бы хотел отметить, что выбор врача. То есть раньше вам давали врача и говорили, вот ваш врач лечащий, все, других не воспринимается. Теперь в рамках медицинского обязательного страхования вы имеете право, не доплачивая 0 копеек, выбирать любого врача, какого вы хотите, в рамках вашего обязательного медицинского страхования. Выбирать любую больницу, где вы хотите лечиться. Неважно, частная, государственная. Если эта медицинская организация является поставщиком медуслуг в рамках обязательного медицинского страхования, все, вы застрахованы, вы идете получать медицинские услуги бесплатно в рамках вашей страховки. Выбирайте любую больницу. Замечательно. Еще хотел бы сказать, что вот в рамках лицензирования, если раньше, например, у нас вопрос рассматривался в выдаче лицензии на медицинскую деятельность после того, как врач прошел длинное обучение, там, потом прошел там еще какие-то курсы там, подготовки, потом идет на сертификацию, то в рамках нового кодекса мы рассматриваем вопрос лицензирования навыков. То есть если человек приходит, любой физлицо приходит и доказывает на экзамене, что он знает этот предмет, он мог дома учиться, он мог через, например, интернет обучиться, он мог книги взять дома, пройти самообучение, приходит на экзамен и проходит экзамен, мы даем ему лицензию на меддеятельность. То есть это очень важный момент, что человек может пройти самоповышение, самообразование, подтвердить свои навыки и получить лицензию на меддеятельность. И для этого не нужно ему идти в специальные медколледжи, специальные медвузы и специальные там медицинские, и платить там много-много денег для того, чтобы просто получить корочку, что вот я там отучился год, там полтора. Главное, докажите навыки. Еще важный момент в кодексе то, что мы разделяем процесс обучения от процесса экзаменации. То есть теперь медицинские вузы не будут заниматься экзаменацией, они будут только учить навыкам. Экзаменацией будет заниматься национальный независимый центр экзаменации. Если человек отучился в вузе, пошел в этот независимый центр национальный и не сдал по навыкам необходимый минимальный порог, то мы ему не выдаем ни диплома, ни лицензии на меддеятельность. Это очень важно понимать, что мы хотим тем самым повысить качество оказываемых медицинских услуг в рамках медицинского образования. Также я хотел бы отметить здесь очень много просто пунктов, хотел бы отметить то, что мы хотим тоже придать законную силу по передвижным медицинским пунктам. То есть у нас есть отдаленные сельские округа, куда невыгодно, например, строить медицинский пункт, невыгодно строить больницы, неэффективно даже, не то, что невыгодно, неэффективно. И мы хотим как передвижные медицинские пункты, передвижные медицинские поезда, чтобы они туда могли доезжать и оказывать медицинские услуги по скринингу, по профилактическим осмотрам населения, а также по предоставлению лекарств. По лекарствам, самое главное в кодексе, мы вводим понятие сооплаты. Если кто сейчас за рубежом живет, он прекрасно понимает, что есть рецепт, есть момент, что вы можете доплатить и купить дороже препарат в рамках вот этого рецепта. Такое же понимание будет внедрено в Казахстане. Мы, во-первых, утверждаем максимальный лимит на лекарства. Если вам врач выписал рецепт с лекарством,
и это лекарство, например, по каким-то причинам вас не устраивает, либо вас, например, там не нравится. Например, на этот препарат, который он выписал, стоит, например, 3000 тенге, а вы хотите препарат за 4000 тенге, то мы, государство, покрывать будем 3000 тенге, вы доплачиваете 1000 тенге, и вы покупаете тот препарат, который вы считаете, что он лучше. Это называется сооплата, и мы такой как раз механизм заложили в кодекс. То есть человек может сам выбирать не по торговому наименованию, а по, это называется МНН, международное непатентованное наименование, грубо говоря, это состав лекарства. То есть врач вам прописывает против головной боли, и вот такой перечень против головной боли лекарств, выбирайте, какой хотите. Начиная там от 100 тенге, заканчивая там 15 тысяч тенге, например, да. И у человека появляется выбор. И мы говорим, вот до 5000 тенге мы покрываем в рамках медицинского страхования. Если хочешь за 6 тысяч тенге, ну, доплачивай и, пожалуйста, получай лекарства. И это замечательная возможность, я думаю, для населения, по крайней мере, иметь возможность выбирать лекарства, которые они хотят. И вот еще такой главный момент, это мой основной профиль, это медицинские персональные данные. То есть раньше, когда люди носили с собой кучу бумаг, кучу снимков, КТ, МРТ, да, мы технически реализовали, что все эти данные сейчас по ИИНу подтягиваются в медицинских информсистемах, но вопрос встает. В Европе это очень critical issue, да, то есть персональные данные и access to personal data, да, получается. То есть что главнее, доступ персональных данных или защита персональных данных. В рамках этого мы в кодексе ввели понятие доступ к медицинским персональным данным, доступ именно определенных групп. То есть бригада скорой помощи имеет там к основным basic information вашим медицинским записям для оказания, например, медицинской помощи, если у вас аллергические, например, там противопоказания, либо что-то. Врач общей практики, который в поликлинике, имеет, например, полный доступ с вашего разрешения, с разрешения каждого человека, через СМС OTP, One Time Password, через СМС-уведомление. Вот как сейчас, вот, например, на ИГОВ вы заходите с СМС-уведомлением, паролем, такой же концепт. Технически это все есть, но мы хотим это узаконить, чтобы каждый человек знал, кто, когда и где заходил в его медицинские данные, что смотрел, когда смотрел, и закрывать или открывать доступ к своим медицинским данным тому или иному врачу. Это мы хотим все узаконить и урегулировать, для того, чтобы завтра не было вопросов, что кто-то там мои данные прочитал, там, я не хотел, чтобы кто-то прочитал. И тем самым человек, обращаясь в любую медицинскую организацию, просто показывая свой документ и индивидуальный идентификационный номер, врач сможет открывать его историю болезни и уже не опрашивая пациента, принимать решение по плану лечения. Это вкратце, это такая выжимка получается. Если дальнейшие будут вопросы по другим пунктам, мы готовы детально все это расшить, чтобы сейчас просто не было скучно получается. Или ссылки скинуть, чтобы для ознакомления. И это будут вопросы, я готов на них ответить полностью. Галымжан, передаю вам слово, пожалуйста. Микрофон, кажется, не включили. Галымжан. Микрофон қосқан жоқсыз. Галымжан, микрофон. Естіліп тұр ма дауысым? Енді естілді. Уважаемые участники сегодняшней онлайн-встречи, я напоминаю, что она называется Болашак Токс, и нужно задавать вопросы, потому что это очень хорошая возможность узнать из первых уст об интересной, вам интересной теме. Тем более у нас сегодня президент стипендиальной программы «Болашак», поэтому всех призываю быть активными. Вице-министр Мырза, рахмет сіздің шынды мазмұнды жауабыңызға. Енді қазір соңғы ақпараттармен бөлісе отырсаңыз, әлбетте бәрімізге қызық, әсіресе сыртта жүрген қазақстандықтар үшін біз алаңдаймыз. Қазір елдегі жағдай уайымдайтындай күндер туды ма? Біз Ұлыбританияда осыдан бір ай бұрын ауруханаларда орындар жетпей, тіпті шетелдік азаматтарға үйлеріңе қайтсаңыздар қалай болады деген сияқты хаттар келген. Қазіргі Қазақстандағы жағдай туралы бір ауыз айтып өтсеңіз.
иә, бізде Қазақстанда коронавирустың бірінші жағдайы 2020 жылдың 13 мамырда тіркелді. Содан бастап бізде қазір бүгінгі күнге 15 мыңға жуық жағдайлар тіркелген. Оның 10 мыңнан уже көбісі сауығып кетті толығымен. Бірақ қазір біздің емханаларда 5 мыңға жуық адамдар қазір ем алып жатыр. Егер жалпы тілмен айтатын болсақ, мысалы, мен өзім эпидемиолог емеспін, дәрігер емеспін, мен айтишникпін, вице-министр по цифровизации, бірақ жалпы енді күнделікті жұмыс істеп жатқаннан кейін енді бізде қазір мысалға наурыз айларында, сәуір айларында жеңіл жағдайдағы ауырып жатқан коронавируспен азаматтар көбірек болатын болса, қазір өкінішке орай ауыр жағдаймен, орташа ауыр жағдаймен азаматтардың тізімі көбейіп келе жатыр. Оның бірінші себебі мамыр айының басында немесе маусым айының басында карантиндік шектеулер сақтамағанға байланысты көптеген азаматтардың мемлекет тарапынан ұсынылған мысалға нұсқаулар сақтамағанға байланысты қазір жағдай нашарлап барады. Бұл енді бірінші көрсеткіштердің бірі, ол мысалға бүкіл әлем бойынша өлім көрсеткіші болып табылады. Мысалы, сол коронавирустан мысалға көз жұмған адамдардың саны, ол сан бізде қазір 100-ге жуыққа жетіп тұр. Басқа елдермен салыстырғанда біз қазір Қазақстанда 65-ші ма, немесе 69-ші орында болып отырмыз. Ол жақсы да көрсеткіш емес, жаман да көрсеткіш емес, орташа көрсеткіш болып табылады. Оның бірінші себептерінің бірі біз наурыз айында, сәуір айында жесткий карантин сақтаған арқасында қазір сол көрсеткішке жетіп отырмыз. Әрине де қазір енді осы маусымның басында көптеген азаматтар қазір көздері жетіп отыр. Бұрында наурызда көп азаматтар коронавирусқа сенбейтін болса, біз сенбейміз, бұл коронавирус жоқ, бұл деген жоқ ауру деп мысалы неме жоқ деп демесе, қазір көптеген азаматтардың көзқарастары қайта өзгерді. Енді біз наурыздың аяғында біз опросник бойынша сұраған болсақ, 65% азаматтарға сенбей тұғын. Қазір сол 65%-дан сенбейтін саны 4%-ға дейін төмендеді. Енді ол жақсы көрсеткіш болып табылса да, мен ойлаймын, біз қазір сол енді жесткий карантиннің нәтижелерін бір 2 аптадан кейін көреміз деп ойлаймыз. Қазір енді алдымыздағы 2-3 күнде жағдай өзгермейді. Бірақ енді осы карантиннің бүкіл нұсқауларын біз қазір толығымен сақтайтын болсақ, бір 10 күн ішінде жағдай жақсарады. Ахмед, жауабыңызға. Я напоминаю, что самый активный участник, у которого самый интересный вопрос в конце автор будет объявлен. И мы от своего имени лично я вручу подарок, но по приезду в Казахстан. Это будет книга казахского классика, переведенная на английский язык. Так, у нас есть вопросы, давайте я перейду к ним. Добрый день, у меня вопрос по декретному отпуску. Увеличение срока отпуска возможно и хорошо. Предлагаю также принять минимальный срок нахождения в декретном отпуске, например, до достижения ребенка 1,5-2 года. Очень много женщин, которые после рождения ребенка практически сразу выходят на работу, так как работодатель обязан принять такого сотрудника на его законное рабочее место. К сожалению, у большинства женщин, которые вышли на работу, у которых дети в возрасте до 3 лет, у них низкий КПД на работе. Они часто отвлекаются на маленького ребенка, который нуждается во внимании матери в силу своего младенческого возраста. Мое личное мнение, что ограничивать минимальным временем, это, во-первых, незаконно. И никто, даже раньше, когда до 3 лет было, никто не запрещал родителю, одному из родителей, выходить раньше декретного отпуска, например. Я тоже был руководителем во многих организациях. Это уже переходит в отрасль трудовых отношений и в рамках Трудового кодекса, где регулируются отношения между работником и работодателем. Но я считаю, что ограничивать нижний порог – это неправильно, потому что бывают разные ситуации, разные дети требуют разного внимания. И здесь я думаю, что можно, в принципе, как раз найти решение. Вот я пример приведу, например, да, вот если у нас раньше было до 3 лет в рамках кодекса нового, теперь до 5 лет, то вот в Южной Корее, вот где я прожил 6 лет, да, получается, до 4 месяцев, это максимальный порог отпуска за ухода за ребенком. Даже бывает даже меньше. То есть из-за жесткой конкуренции, к сожалению, молодые родители вынуждены через 2-3 месяца обратно выходить на работу, и они привлекают своих родителей, как бабушек, дедушек, для того, чтобы они ухаживали за своими детьми. То есть по сравнению, конечно же, вот, с теми странами, где
жесткий акцент идет на внутреннюю конкуренцию, человеческие ресурсы, я думаю, у нас очень-очень комфортные условия для этого. Это в моем понимании, как человек, который сравнивает разные страны, я просто вижу, какие условия в разных странах, и мы это сравниваем. Но я думаю, что ограничивать нижним порогом это неправильно, но никто не запрещает раньше, до 5 лет, выйти через год, через полгода по согласованию с работодателем, никто не запрещает. Ғалымжан, сіздің микрофоныңыз өшіріліп тұр қайтадан. Теперь слышно? Естіліп тұр ғой? Кешірім өтінем. Тағы да мына жақта сұрақтар туындап жатыр. Теперь вопрос получается насчет лицензирования. Два вопроса. Проясните, пожалуйста, насчет лицензирования. Получается, в скором будущем не будет необходимости высшего медицинского образования. И что будет с категориями? И второй вопрос. Лицензирование и обучение. Не получится ли так, что обучают одному, а при лицензировании спрашивают совсем другое? Какая будет коллаборация между органом лицензирования и образовательными учреждениями для приведения в соответствие РУПов и ТУПов? Очень хорошие вопросы. По первому вопросу получается, коллеги, вы должны понимать, что, например, я обратно свой пример приведу, как компьютерного программиста, что есть теоретические знания, есть практические знания. Теоретические знания могут быть приобретены самостоятельно. Сейчас очень много источников информации. Но практические навыки, например, там, хирургия, стоматология, например, да, все-таки они, если вы сможете найти себе ментора, либо учителя, который согласен будет вас обучить практическим навыкам, ради бога, можете в медицинский вуз вообще не приходить. Но все-таки нужно для этого специальное оборудование, специальный человек, специальное помещение, где практические навыки должны быть обязательно. В рамках этого просто мы хотим дать возможность студентам выбора теоретического материала, либо самообучение, либо прийти в вуз, например, заплатить деньги и пройти эти курсы теоретические, например. Выбор за студентом. Теперь касательно, мы переходим к вопросу экзаменации, да, там вопрос образования и экзаменации, не будет ли это, например, разрывом. Мы говорим нет. Почему? Потому что у нас есть приказы по оказанию медицинской помощи населению Казахстана, где прописаны протокола лечения. И если эти протокола лечения мы будем экстраполировать на уровень экзаменации и на уровень лицензирования. Если хирург по своим протоколам знает, как оказывать медицинскую помощь, он знает, как надо резать, что надо резать, как надо зашивать, сколько миллиграмм надо, например, там, препаратов, например, да, там, в соответствии с клиническими протоколами, которые на тот момент утверждены уполномоченным органом в сфере здравоохранения, то, пожалуйста. От этих мы сейчас пересматриваем эти РУПы, эти потом типошки, куча документов, от которых выхлопа ноль. Коллеги, согласитесь, да, куча этих стандартов, куча этих приказов, да, куча, которые не дают никакой эффективности, которые построены на моделях обучения 70-х, 75-х годов. Уже сейчас 75-х годов сколько лет прошло уже, полвека прошло уже. А типошки все те старые. Они не отвечают всем тем современным требованиям в отрасли здравоохранения, которые нужны, но ограничивают нас для приобретения необходимых навыков в современной медицине. И мы хотим не от вуза к практике, а практику приблизить именно к сфере лицензирования и экзаменации. Спасибо. Надеюсь, меня слышно. Теперь переходим на следующий вопрос. Что, если я исследователь и хочу воспользоваться медицинскими данными пациентов в научных целях? Разработан ли механизм, когда исследователи, имея одобрение этического комитета, получают от вашего ведомства доступ к медзаписям определенной группы пациентов? Вот такой вопрос. Хороший вопрос. У нас есть закон об информатизации и закон о персональных данных.
В соответствии с этими двумя законами никто не имеет права доступа к персональным данным без ведома самого человека. Теперь вот в рамках, здесь вот два новых понятия в кодексе. Я тоже забыл сказать, что в кодексе мы вводим понятие, получается, доступ к клиническим исследованиям. То есть сейчас, например, те нестандартизированные новые подходы лечения, они запрещены. Мы вводим новое понятие доступ граждан к клиническим исследованиям. Человек изъявляет желание стать участником группы нового метода лечения. Вот как за рубежом это делается, когда человек приходит, говорит, я хочу там опробовать новый вид лечения там, онкологических заболеваний. Вот я даю согласие письменное, пожалуйста, включите меня в группу. Такой же принцип будет внедрен здесь. Если человек дает согласие на использование своих персональных данных для научных исследований, то, пожалуйста, welcome. Но без ведома человека доступ к его данным персональным мы не можем давать. Это априори запрещено и никогда не будет пересматриваться. Но если человек сам изъявляет желание отдать свои данные для науки, никто это не запрещает. Это его данные, это его собственность, и он имеет право им распоряжаться. В этом плане, если ученый приходит, например, в медицинский вуз, либо в научный институт и говорит, я хочу сделать исследование, мне нужны такие-то данные, мы рассматриваем вопрос СМС-уведомления тех групп людей, которые ему интересны, согласны ли они дать доступ к его персональным данным. Если он подтверждает, то ученый получает для аналитики только на территории Республики Казахстан. Он не может удаленно с Германии, там, например, с Кореи получать доступ к этим данным. Это запрещено. Только находясь физически на территории Казахстана, он сможет получить доступ к этим персональным данным для научных исследований. Отлично. Следующий вопрос. Будет ли рассматриваться сооплата при лечении в стационарах? Например, медорганизация получает возмещение за пролеченный случай, хирургическая операция, но есть возможность произвести процедуру эндоваскулярно, но она уже не возмещается. Будет ли возможность оплаты пациентам и выбор метода лечения? Это станет возможным после 1 июля 2020 года, когда вступит в полную силу обязательное медицинское и социальное страхование. То есть в рамках ОСМС, если человек является застрахованным, он ко всем этим услугам и вот этим вот кардиоваскулярным имеет, эти услуги будут возмещены медицинской организацией без дополнительной платы от гражданина. Отлично. Келесі сұрақ, бұл сұрақ білім және ғылым министріне қойылған, бірақ денсаулық сақтау министріне бағытталған. Ғылым мен кадр дайындауды бақылайтын өзіңіз PhD бітірген вице-министр ретінде сізден сұрайтынымыз, неге осы жылы дәрігерлер болашақ бағдарламасы арқылы магистратура және докторантура бойынша оқи алмайды? Қазіргі таңда клиникалық мамандықтар бойынша тек резидентура өтуге болады. Оны шетелде өту мүмкін емес дейді. Өте орын. Аха. Да. Мен рұқсат етсеңіз жауап берсем болады ма? Әрине. Бұл сұрақты көріп отырған біздің Австралияда медицина бағыты бойынша PhD бағдарламасымен оқып жатқан азаматымыз Жомарт Орман. Ол кісі өзі де денсаулық сақтау министрлігінің қызметкері. Бұл мәселе жалпы біздің шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссиясының 30 сәуірдегі шешімімен басымды мамандықтар тізімі бекітілгеннен кейін осы бірқатар өтініштер медицина саласындағы азаматтардан түсе бастаған. Біз соның ішінде салалық вице-министр Олжас Абишев және денсаулық сақтау министрлігінің білім беру басқармасымен бұл мәселені пысықтадық. Сондықтан бірқатар клиникалық медицина мамандықтары бойынша академиялық магистратура және докторантура бағдарламаларын басымды мамандықтар тізіміне қосымша енгізу мәселесі қазір пысықталуда, және заңнамалық тұрғыдан жоғарыда сол мүмкіндікке қол жеткіземіз деп біз сенеміз, және жаңартылған басымды мамандықтар тізімі шығысымен қосымша бұқаралық ақпарат құралдарында және біздің ресми парақшаларымызда ақпараттандыратын боламыз. Бұл мәселе қарастырылуда және оңынан шешілу бағытында.
егер мен қосымша айта кететін болсам бұл жағдай туралы, мысалы қазір біз бұрында медициналық кадрларды дайындау шарасында қалай жұмыс жасайтынбыз, мысалға ойлайтынбыз, бізге қанша хирург керек, бір 35 хирург керек ол шығар, керек комиссияға шығарайық. Бізге қанша психодәрігер керек, мысалға бір 100-ге жуық шығару. Бірақ олар бітіргеннен кейін келіп мысалға жұмыс таба ала ма, жұмыс таба алмай ма, ешкімді ол кезде мысалы жоспарлаған кезде ешкімді уайымдатпайды. Нағыз мысалға бір дәлелдердің бірін, мысалы мен өзім туралы айтайын, болашақ бағдарламасына мысалы тапсырған кезде PhD саласына ақпараттық және коммуникациялар бағыты бойынша, сол кезде біз мемлекеттік мысалы тапсырыс бойынша кеттік, осындай мысалы профиль бойынша бізге PhD мамандар керек деді мысалға. Енді жамандаған емес, бірақ ол енді өмірден енді алынған жағдай. Бірақ 2010 жылы 2009-дың желтоқсан айында бітіріп келгеннен кейін мен ойлағам, енді мемлекеттік тапсырыс бойынша оқып келгеннен кейін енді маған бір жұмыс табылатын шығар деп. Бірақ 5 ай жұмыссыз жүрдім. Құрметті енді түлектер, енді немесе болашақ студенттер деп айта аламын ғой. Это итог неправильного планирования кадров. То есть мы говорим, что на тот момент, когда меня отправляли по стипендии Болашак, да, наверное, с заделом на будущее планировали, но, к сожалению, когда я закончил обучение, я просто не смог, я сам инженер по образованию, я не смог найти по специальности работу. Нечего скрывать, я 5 месяцев ходил без работы, я потом переквалифицировался в IT-менеджера. Хотя я сам инженер по радиочастотной идентификации, то есть у меня там есть сертификаты, все там это все. Я инженер, но, к сожалению, в Казахстане по моей профилю нету работы. Я хочу сказать, что теперь ситуация поменялась. Почему? Потому что мы теперь автоматизировали учет кадров в медицинских организациях. У нас в Казахстане их 6675 медицинских организаций в Казахстане. Мы полностью все кадры собрали в одно место, оцифровали, поняли, кто когда уходит на пенсию, текучесть кадров проанализировали выпуск кадров в медицинских вузах внутри страны, проанализировали, получается, потребность кадров в регионах не на бумажных заявках, а сколько реально нужно системе. И на основе этого мы приняли решение, что у нас и сделали прогноз на ближайшие 5 лет. То есть в ближайшие 5 лет какие кадры нам где нужны, в каких регионах, в каких медорганизациях нужны будут для того, чтобы система работала стабильно. Поэтому мы в этом году пересмотрели те специальности вместе с программой Болашак, вместе с Министерством образования и науки. Мы отошли от способа, а давайте нам 15 хирургов, а давайте нам 20. Нет, мы говорим, нам в 2021 году нужно будет столько-то медицинских специалистов. В 2022 году столько-то медицинских специалистов. В 2023 году столько-то медицинских специалистов. И на основе этого прогноза, если наши соотечественники, уважаемые казахстанцы, закончат обучение, я лично даю гарантию, что 100% он будет трудоустроен. Потому что мы знаем, куда он пойдет работать. По принципу государственного распределения. Это распространяется как на выпускников, обучившихся по гранту внутри страны, так и на стипендиатов Болашак, которые обучатся по стипендиальной программе Болашак. То есть мы говорим, вот в этой больнице ты будешь работать хирургом, либо детским нейрохирургом. Вот твоя работа. И теперь многие подумают, вот я не хочу там ауылға бармайым, ояқта айлығы төмен. Теперь мы реверсно поднимаем вопрос. Мы сейчас вносим изменения в постановление правительства о обеспечении, социальном материальном обеспечении выпускников медицинских вузов. Что если он пойдет, например, в сельское село, он должен быть обеспечен до 2 месяцев, не больше 2 месяцев, жильем отдельным. Получается, подъемные. Каждый регион мы ставим не менее 1,5-2 миллионов подъемных при прибытии студента, получается, выпускника, а также, получается, конкурентную заработную плату в соответствии с его навыками. То есть мы не бросаем выпускника на произвол судьбы, мы говорим, что мы тебе найдем, мы знаем, где ты будешь работать, и мы тебе гарантируем соблюдение, сохранение твоих условий, которые государство тебе гарантирует через постановление правительства. В 2019 году мы эту работу провели, в 2020 году мы эту сейчас работу усиливаем. Я хочу сказать, что в 2019 году мы нашли в 3 регионах выпускников, которым год обещали поднять заработную плату, соответственно, но им не поднимали. Мы их нашли,
мы заставили, чтобы местный исполнительный орган выполнил свои законные обязательства. Я вот об этом хочу сказать, что и поэтому в этом году мы планирование пересмотрели с учетом практической потребности в кадрах до 2025 года. Я хотела еще добавить, Улжас, как раз вот именно, что с 2020 года в целом идет большая работа по качественной трансформации, реализации международной стипендии «Болашак» со всеми участниками рынка труда, включая государственные органы и вот специализированное ведомство, Министерство здравоохранения в том числе. И две основные нормы, которые вошли в новые правила отбора претендентов на стипендию «Болашак», утвержденных недавно постановлением правительства, это две нормы ключевые по формированию перечня приоритетных специальностей. А именно, если ранее это вот как Улжас говорил, да, практика была такая, что все заинтересованные участники рынка труда отправляли свои запросы, и это формировало перечень приоритетных специальностей без применения анализа реальных потребностей рынка труда. Теперь же первая норма в перечне – это его формирование Министерством образования и науки с учетом среднесрочного прогноза потребностей рынка труда. Более того, если мы проанализируем, то есть кто является обладателем, какие специальности, да, наши выпускники закончили, то мы увидим, более 54% это обладатели специальностей социальных, гуманитарных, экономических направлений. На втором месте около 30% инженерно-технические, а медицина всего 3% за все 27 лет реализации стипендий «Болашак». Это о чем говорило? О том, что вот это вот неправильное планирование потребностей привело к отсутствию реального конкурса среди обладателей международной стипендии «Болашак». То есть конкурс реально доминировал в сторону обладателей специальностей социально-экономических, гуманитарных, управленческих направлений. Поэтому вторая ключевая норма по новым правилам – это количественное распределение по направлениям в разрезе специальностей. И этот момент именно был отработан в ходе разработки перечня приоритетных специальностей с непосредственным Министерством образования и науки. Поэтому мы надеемся, что эти правила качественно отразятся на реализации стипендий «Болашак». И более того, в целом вводимые нововведения в сторону перевода стипендий на новый качественный уровень, это в целом повышение требований к претенденту приведет к тому, что у нас будет качественный претендент, самостоятельно поступивший, если брать медицину, по приоритетной потребности для медицинской сферы в лучший вуз мира, и как результат на выходе мы уже получим специалиста по востребованной специальности для рынка труда Казахстана в сфере медицины. Я хотела это подчеркнуто сказать, что мы очень надеемся вот той ситуации, когда человек, выпускник ведущего вуза мира по востребованной специальности, не будет, как на примере Улжаса, ходить на рынке Казахстана полгода без работы. Мы очень надеемся, что эти изменения реально будут в положительную сторону. Галымжан, тогда дальше вопросы. Я рахмет жауаптарыңызға. Біздің бүгінгі кездесуіміз аяқталуға жақындап қалды, сондықтан сұрақтар көп, бірақ жауаптарды сәл ықшамдап жауап берсеңіздер деген үлкен өтінішіміз бар. Галымжан, давайте сделаем так. Если вопросы останутся, я готов если «Болашак» соберет все эти вопросы, я готов на каждый из них предоставить развернутый ответ. Это вообще без проблем, не вопрос. Поддерживаю вопрос Малики. Просьба Министерства здравоохранения Республики Казахстан оказать содействие в организации упрощения процесса получения согласования этической комиссии Министерства здравоохранения РК и его подведомственных организаций для проведения научных исследований учеными из-за рубежа, особенно докторантами Болашакерами. Спасибо. Тоже правильное предложение. Это вот как раз в рамках кодекса, я тоже ссылку предоставлю. Вы можете ознакомиться, что мы как раз вот эти процессы упрощаем для развития медицинской науки, потому что предыдущие, получается, процессы, они были бюрократизированы и были очень сложные для понимания. Теперь мы вот в рамках как раз кодекса еще вводим понятие совместные научные проекты, то есть как раз они могут быть не только для студентов Болашак, но для студентов зарубежных
вместе с гражданами, студентами РК, например, совместные joint research projects, получается, с возможностью финансирования как от правительства РК в рамках грантового финансирования, либо программы целевого финансирования, также с привлечением заемных средств международных организаций для финансирования научных исследований и проектов. То есть это вот как раз в новом кодексе тоже описано, и я думаю, по ссылке, если студенты пройдут, как раз они могут полностью ознакомиться. Отлично, спасибо за короткий внятный ответ. Еще один вопрос. Какие показатели внедрены для оценки качества предоставления образования со стороны вузов? Сейчас звучит, как будто it's students' burden to study and make it work, even when professors, institutions might not be held accountable. Вас не слышно. Олжас, вас не было слышно. Ага. Вопрос можно повторить? Я его не сильно расслышал и не сильно понял. Сейчас, секунду, конечно. Участник нашего ток-шоу Болашак Ток спрашивает, какие показатели внедрены для оценки качества предоставления образования со стороны вузов? Да, хороший вопрос. Во-первых, раньше вузы, они были подведомственны напрямую Министерству здравоохранения. Начиная с конца 2019 года мы всем крупным 6 медицинским вузам дали статус некоммерческого акционерного общества в составе совета директоров. То есть дали им независимость для того, чтобы они сами принимали решения в рамках конкурентного развития по оказанию образовательных услуг, по оказанию образовательных медицинских услуг для населения. Но в то же время, как уполномоченный орган в сфере здравоохранения, мы можем ставить им через совет директоров KPI для развития этих организаций, то есть, например, KPI там, международного рейтинга, KPI, например, двухлетнего трудоустройства. Мы не говорим, трудоустройство прям закончил и трудоустройство. Нет, 2 года выпускник должен проработать для того, чтобы доказать, что он реально полезен отрасли, например, да. KPI именно владение там английским языком, то есть стандартные KPI, мы все их полностью выставили. Мы во внутреннюю операционную деятельность Медузы Фуд не вмешиваемся никоим образом уже. Выставляя KPI, мы просто говорим, что этих KPI вы должны достичь, например, да. Эти KPI, и очень важны 2 момента этих KPI. Во-первых, это Joint Educational Programs, то есть совместные обучающие программы с международными партнерами. Мы говорим каждому вузу, что у него должен быть международный партнер. Например, я могу сказать, что вот у Алматинского Казахстанского национального медицинского университета у них медицинский партнер, это получается Sunny University в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, получается, у них это партнер. Медицинский университет Семей, у них партнер Башкент University, Турция, например, да. У нас еще есть партнер медицинский университет Караганда, у них там партнеры, там, получается, латвийцы. То есть у каждого этого вуза есть свой международный партнер, с кем они развивают совместные образовательные программы в соответствии с евростандартами, чтобы и в итоге, в выхлопе, студент получает двойной диплом. Как диплом этого университета казахстанского, так и того партнера, с кем он заключил соглашение. То есть тем самым выпускники медвузов должны быть конкурентоспособными как внутри страны, так и за ее пределами в соответствии с евростандартами, утвержденных в рамках медицинской помощи. Мы ставим больше не на теоретическую часть, мы больше ставим как раз на практическую. И в этом направлении на базе 6 медицинских вузов в Казахстане мы создаем клинические, как называется это, клинические больницы. То есть это 3 единства, где на базе медвуза будет и больница, и научный блок, и образовательный блок. То есть студенты могут прямо внутри вот этого кампуса получать практические навыки по оказанию медицинской помощи. Раньше этого не было как раз. Сейчас мы развиваем в сторону клинического 3 единства. Это называется 3 единства, когда наука, образование и практика объединяются в одно. И до конца этого года эти процессы полностью закончатся. Спасибо. Отлично. Центр международных программ еще добавил нам 10 минут, так что
продолжаем задавать вопросы и получать на них ответы. Так, следующий вопрос. Каков механизм доступа к агрегированным данным по деятельности медорганизации Республики Казахстан для проведения исследований для оценки организации медпомощи? Спасибо. У нас есть сайт открытого электронного правительства. На этом сайте от Министерства здравоохранения есть 73 группы открытых статистических данных за последние 10 лет, где там по смертности, по группе заболеваний. Это агрегированные данные, где любой человек, если я не ошибаюсь, data.igov.kz адрес называется. По этому адресу вы можете найти все данные, которые интересуют вас в рамках вашего научных исследований. Если эти данные вас не устраивают, вы хотите более структурированные данные, то вам нужно обратиться в Министерство здравоохранения с официальным запросом для того, чтобы мы могли вам предоставить доступ с согласия пациентов на доступ их данных для научных проектов или исследований. Спасибо. В некоторых странах мира уделяется значительное внимание психологическому состоянию здоровья пострадавших от COVID-19 и членов их семей. Рассматривал ли этот вопрос Минздрав РК? Пожалуйста, короткий ответ. В середине марта мы первым подняли этот вопрос о моральном состоянии наших граждан. И если не ошибаюсь, mentalhealth.kz, если вы зайдете, то вы можете найти сайт по бесплатной психологической и моральной поддержке на 2 языках, на русском и на казахском языке для нашего населения, чтобы они могли получить качественную психологическую помощь в рамках коронавируса. Спасибо. По вашим предположениям, когда уже можно будет отправлять студентов за границу? Айнур Багдатовна, это, кажется, ваш адрес вопрос. Мы сейчас, в принципе, в целом уровень определенности пока высокий. Сейчас от вуза к вузу разные позиции высказываются по формату обучения, но официально в странах основных наших обучения по программе «Болашак» мы ориентируемся на официальное заявление правительств стран обучения и самих вузов. Пока о том, что осенью 2020 года возобновится традиционный формат обучения, подтверждений нет. С 17 марта текущего года мы приостановили физическое направление наших стипендиатов за рубеж. Как только будут официальные подтверждения о безопасности с точки зрения в целом массового распространения коронавируса в странах обучения, мы будем ориентировать наших стипендиатов. Сейчас же мы организовываем обучение тех, кто находится в странах обучения, а для тех, кто ожидает отправления на осень, мы будем, скорее всего, в июле-августе их ориентировать в целом по формату. Сейчас разные предположения. Большинство вузов говорят, что с осени будут онлайн-формат, либо гибридный. Начинать с онлайн с постепенным переходом в зависимости от развития ситуации с COVID-19 на традиционное. Но пока еще неопределенность сохраняется, мы будем держать наших стипендиатов и потенциальных на отправку в курсе, как только будут массовые заявления официальные. Спасибо. Господин вице-министр, вопрос к вам. Разве нельзя деперсонализировать данные пациентов на уровне РЦЗ и предоставить исследовательским институтам по запросу? Это помогло бы развивать науку в РК и получать более применимые для РК данные результаты. Еще один вопрос, схожий с этим. Касательно получения доступа к данным пациентов, я не думаю, что ваш подход поможет исследованиям. Во-первых, учитывая доверие населения к медицине, как вы представляете механизм того, что придет пациент и скажет: я хочу участвовать. Во-вторых, есть процессы деидентификации данных, чтобы было маловероятно связать имя человека и его персональные данные. Ваш подход будет терминален для популяционных эпидемиологических исследований. Ну, во-первых, да, спасибо за вопрос о том, что, во-первых, можно обратиться в Республиканский центр электронного здравоохранения для получения данных для научных исследований, не содержащих персональной информации, либо не позволяющие персонализировать человека в индивидуальном порядке. Да, полностью правильно. Во-вторых, мой подход, я не говорю, что он идеальный, либо я не говорю, что он совершенный. Вот теперь вот в этом плане я хотел бы, чтобы стипендиаты Болашак программы помогли Министерству здравоохранения с учетом международного опыта внести предложение
как в других странах это делается, например, да, как они с этим справляются. Потому что сейчас все страны, они вовлечены в дата-хантинг, охота за данными, включая и медицинские. И если Европа очень консервативная в этом плане и не дает никакого доступа к персональным данным медицинским, то, например, там страны Азии, например, я не буду говорить, какие страны, они просто в рамках правительственных этих просто берут эти данные и используют, например, да. Но мы не Европа, мы и не Азия, да, мы Республика Казахстан. Вот с учетом этого, например, если в рамках ваших научных исследований вы выработаете какую-то золотую там middle model, как использовать данные для развития науки, я буду сильно признателен. Я готов вас взять в авторский коллектив. У нас есть текущие research projects в Министерстве здравоохранения и в медицинских вузах. Я готов вас как автором, соавтором взять в эти проекты, чтобы вы нам помогли с учетом ваших новых исследований. Потому что я учился на магистратуре, я научился в докторантуре. Я был researcher. И вы тоже сейчас researcherами являетесь. Помогите нам подобрать идеальную модель для дальнейшего развития науки с помощью цифровых агрегированных структурированных данных. Вы колоссальный опыт приобретете, а мы предоставим вам возможность совместной работы. Куда можно обращаться по этому вопросу? o.abishев@dsm.gov.kz. Пожалуйста. Или Facebook, как бы не вопрос, как удобно. Давайте, Олжас, еще раз продиктуйте, я прям в чат напишу. o.abishев, ABISHEV, ага. Собачка. dsm, денсаулық сақтау министрлігі dsm, Ага. dsm.gov.kz. Все, в чат закинула. Welcome. Ой. Что-то. Ага. Талмжан, вас не слышно? Вы, кажется, обратно микрофон не включили. Вот, теперь слышно. Ага. Так, давайте вот последний вопрос зададим и завершим сегодняшнюю встречу. И он, вопрос немного длинный, к вопросу о клинических медицинских специальностях для PhD. Нас, таких обучающихся, по пальцам можно пересчитать. Именно на докторантуру подают уже состоявшиеся клиницисты, в основном из крупных клиник. И, вернувшись, у нас один путь – совмещать клиническую и преподавательскую работу. Подход к таким штучным, но важным специальностям нельзя применять общие правила планирования специальностей. Я говорю именно о PhD. Кроме того, в перечне заявлены резидентуры по клиническим специальностям. Но на деле, учитывая возросшие требования к вузам, поступить в резидентуру в США или Великобритании невозможно без сдачи USMLE или PLAB. А это занимает много лет и средств. Говоря проще, резидентура есть в перечне Булашах, но поступят на нее 0 человек. Вникните, пожалуйста, в детали, услышьте нас, верните докторантуру для практикующих врачей. Нас очень мало, надо нести свет науки в медицинские науки. Но если вас по пальцам перечитать, давайте я попрошу Айнур Багдатовну список предоставить, и мы по каждому случаю будем индивидуальные, кастомные решения вырабатывать. Я готов отрабатывать это, и я здесь проблем не вижу, но обратно, как я и до этого говорил, у нас есть план развития отрасли инфраструктуры здравоохранения до 2025 года. Инфраструктуры мы поднимаем, это здание, это медицинская техника, это медицинские кадры. Если в рамках этого у нас планируется потребность и еще в рамках создания университетских клиник у нас будет потребность, а она будет потребность, то мне не хотелось бы сейчас давать ложную надежду, сказать, да, ребята, мы вам поможем, да, там, навешать лапши на уши. Нет, мы хотим быть реалистами. Если у нас будет потребность, то мы дадим гарантию, и эту гарантию будем соблюдать до конца, что ваши знания и навыки будут применены, а не просто поехать за рубеж, отучиться, например, да, и вернуться, и вот, как я обратно говорю, 5 месяцев просто проходить, не найдя себе места, к сожалению, например, да, вот. Чтобы такого не повторялось, мы поэтому именно сейчас кастомно, предметно работаем. И я готов вот все эти по пальцам пересчитать специалистов, кастомные по каждому решению рассмотреть. Я готов, не вопрос. Отлично, спасибо большое. Тут участники пишут, что очень интересная беседа, хотелось бы почаще слушать и слушать вас.
Вы указали свой email адрес, и мне кажется, вы обязательно ответите. Ну, да, я как вначале говорил как раз, да, вот то, что это первая, но не последняя встреча. Если будет интерес со стороны стипендиатов и выпускников Болашак, я готов предметно, тематически выступать и рассказывать про те реформы, которые мы делаем для граждан нашей страны. Мы это не делаем для себя, мы это не делаем для какого-то узкого круга людей. Мы делаем это для наших родных, близких, друзей, для наших соратников. Мы делаем это для всех граждан Казахстана. И все граждане должны понимать, что мы не иностранцы, и мы здесь не цель, то чтобы прийти, что-то сделать и уйти. Мы в этой стране будем жить. И мы хотим жить, как мы видели за рубежом. Я хочу, например, чтобы, что я видел в Корее, чтобы это было в Казахстане. Я вот для этого как раз и прилагаю все свои усилия. Хотя я не медик. Многие говорят, вы же не медик. Да, но для того, чтобы сделать что-то полезное, не нужно там прям быть стопроцентным профильным. Возможно, нужны какие-то базовые знания, я не отрицаю. И для этого есть ключевые специалисты у нас, ключевые эпидемиологи, ключевые врачи. Но для того, чтобы что-то изменить к лучшему, нужно, я думаю, человеческое желание просто, да, вот что-то принести хорошее, например, да. Я не говорю хирургу, как ему лучше делать его работу. Я не говорю, например, там, детскому невропатологу, как делать ему лучшую работу. Но создать условия для них комфортные, достойные, вот это я могу. И наша команда делает максимально при помощи на уровне Министерства здравоохранения. Сейчас как раз вот я хотел бы подчеркнуть, что Министерство образования и науки пришла новая молодая команда. У них очень много идей. Они тоже вот көпті көрген, көпті жұмыс жасаған жас балдар, адамдар, мамандар кәдімгідей. Они умеют и могут делать эту работу. И вот команда как раз Центра международных программ Болашак как раз, да. В мое время у меня был очень негативный опыт работы с Болашак, я не буду это скрывать, да. Но сейчас я вижу, что вот как раз формат меняется, и меняется в лучшую сторону, меняется в положительную сторону. Если вопросы будут, и будут потребность от выпускников студентов Болашак в новых встречах, я готов еженедельно, раз в 2 недели выступать и рассказывать про ту работу, которую мы делаем ежедневно, и которую мы планируем сделать в ближайшее время. Спасибо большое. Мен бірауыз айтайын. Бүгінгі кездесуді ұйымдастырған халықаралық бағдарламалар орталығына үлкен рахмет. Айнұр Бағдатқызына рахмет. Маған осындай мүмкіндік беріп модераторлық еткендеріңіз үшін. Алдағы уақытта осындай болашақ токстарға өз үлесімді қосуға әзірмін. Және қорытынды сөз осы халықаралық бағдарлама орталығының президенті Айнұр Кәрбозоваға беріледі. Рахмет. Құрметті Олжас, Ғалымжан, бүгінгі токсты мазмұндық тұрғыдан нысанды тыңдаушыларға ақпарат беру мүмкіндігі үшін алғыс айтамыз. Сегодняшнее выступление, оно Олжаса Абишева, вице-министра вице-министра здравоохранения, извините, будет тезисно отражено в пресс-релизе сегодняшнего Болашак Токс. Я хотела сказать всем участникам, кто не успел получить ответы на свои вопросы, мы уже скопировали вопросы и направили напрямую Олжасу Абишеву. Более того, сам вице-министр Олжас Абишев, он активен во всех социальных сетях, в том числе на LinkedIn и профессиональной площадке, и Facebook, Instagram, Telegram. Поэтому тот, кто хочет напрямую задать, тоже может и напрямую задать. И также я в чат отправила электронный адрес корпоративный Олжаса Абишева. Запись сегодняшнего Болашак Токс будет размещена на нашем официальном веб-сайте и на наших соцстраницах. Олжас, поскольку Галымжан в начале Болашак Токс сказал, что у него есть подарок для автора лучшего вопроса, поскольку вы спикер, подытожим тем, какой вопрос вам показался наинтереснейшим с учетом именно основных тезисов вашего выступления, тех основных качественных изменений, которые будут иметь место в рамках нового кодекса о здоровье Республики Казахстан.
Да, ребят, вы поставили меня в неудобное положение. Нужно было изначально предупредить, что я буду выбирать хорошие вопросы, интересные. Все вопросы были очень интересными, коллеги. Ну, я даже не знаю, какой из них выбрать даже сейчас, потому что вот все вопросы, они были хорошо продуманными, систематизированными вопросами, на которые мы предоставили ответы. Я сейчас даже не знаю, вот честно, вот какой выбрать. Я думаю, что если Ғалымжан, бір пакет шай алып келіңізші, бәріне таратып береміз. Той табак. Я думаю, Галымжан модератор, и он как бы является спонсором, и пусть Галымжан выберет, кому он как бы считает вопросы интересны, потому что я вот не знаю, все вопросы мне понравились сегодня. Мне особенно понравился вопрос про декретный отпуск. Пожалуйста, отпишитесь, и по приезду в Казахстан я планирую, если границы откроют, планирую в августе в Казахстан приехать, и обязательно подарю лично эту книгу вам. Отпишитесь, спасибо. Ғалымжан, рахмет. Бүгінгі болашақ тоқысқа алдын ала 147 болашақ стипендиаттары және түлектер тіркелген болатын. 300-інде бүгінгі 7-ден 8-ге дейінгі пікірсайысқа 50-ден аса біздің болашақ бағдарламасының стипендиаттары және түлектері қатысып, нысанды сұрақтарын қойды, және денсаулық сақтау вице-министрі, біздің спикеріміз Олжас Абишевтен толыққанды жауап алды деп біз сеніммен айта аламыз. Жауабы алынбаған сұрақтарға Олжас қосымша жауап беретін болады. Біз барлық стипендиаттарға сол жауаптарды қосымша жолдайтын боламыз. Амандықта кездескенше күн жақсы. Болашақ токстың келесі пікірсайысында кездескенше бәріміз аман сау болайық. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.